Здравствуйте, с вами Крым Реалии и я, Катерина Некречи. Это программа о том, что происходит в Крыму. И сегодня для вас мы подготовили специальный выпуск. Украинская певица крымско-татарского происхождения Сусанна Джамаладинова уже несколько лет подряд не перестает удивлять. 2016 год – победа на песенном конкурсе «Евровидение». Композиция «1944» стала предметом обсуждения на всех ток-шоу России. А о депортации крымских татар стали говорить не только в Украине, но и во всем мире. Именно Джа, как ее называют близкие, во второй раз привезла масштабный конкурс в Украину. А до Евровидения 2017 весной артистка успела выйти замуж, дать первый сольный концерт в самом большом зале страны. Она получила звание народной артистки Украины, вошла в топ-100 самых влиятельных женщин страны по версии журнала «Фокус», стала послом доброй воли Международной организации по миграции ООН. Недавно Джамала порадовала поклонников. Молодая семья ждет первенца. О самых сложных и счастливых периодах жизни. О том, как девочка из небогатой крымско-татарской семьи заявила о себе на весь мир, расскажет сама Джамала. Смотрите эксклюзивное интервью «Крым Реалии». Крым Реалии представляет. Такой вы ее еще не знали. Решительная, чувственная, преданная, благодарная, искренняя, стильная. Джамала. С вами Крым Реалии. Сегодня у нас необычный формат, потому что у нас необычные гости. Джамала, привет. Привет. Вообще мой первый вопрос на самом деле, а как к тебе обращаются вот твои близкие, родные, Джамала или Сусанна? Муж меня зовет Сусанна, близкие очень меня называют Сусанна, а команда зовет меня просто Джа, друзья Джа. Ну, то есть я вообще одинаково отношусь к этим именам, скажем так. Нормально. У тебя оба имени привычны? Да, конечно. На самом деле очень хочется с тобой общаться всегда, потому что ты, во-первых, даешь поводы, и в основном позитивные, ну вообще позитивные, в принципе. Вот скажи, твоя история успеха, она свалилась на тебя просто вот так с неба или нет? Нет, однозначно нет. Я могу сказать, что я бы даже себя как-то так не выделяла. Мне кажется, я, как каждый человек в этом мире, делаю то, что я люблю. А если человек делает это с желанием, со страстью, со всей любовью, вкладывает в это труда, то обязательно в любом деле, будь то музыка, искусство, я не знаю, журналистика, политика и так далее, это всегда ощутят люди. И будет обязательно фидбэк, и будет обязательно успех. Я вот почему-то верю в то, что когда человек вкладывает себя не на полставочки, не на полноги, а в полную мощь, это всегда даст результат. Да, бывает, ты что-то сделаешь, выпустишь песню, на нее не отреагировали, как ты хотел. Бывает разное, бывает где-то меньше, где-то больше, но в целом, когда ты посмотришь на свой путь, да, сдалека, со стороны, ты все равно увидишь, что это все равно достаточно ровная дорога вверх, я бы так сказала. Потому что если ты стоишь на месте, я не физик, но мне кажется, ты падаешь. Ты падаешь вниз, потому что обязательное движение каждый день, минимально. Что я сделал для сегодняшнего дня? Что я сделал сегодня для своей музыки? Что я сделал для своей семьи? Что я сделал для своей страны? Я на свой успех смотрю достаточно скептически, если честно, потому что, да, в него вложено очень много труда, но все равно я еще не достигла того, чего хотела. У меня есть еще потенциал, вдохновение, слава Богу. Есть желание написать больше, сказать больше. Услышат мои мысли, поймут ли их? Это уже второй вопрос. А вот то, что это есть во мне, и хочется с этим поделиться всем, рассказать об этом всему миру, это да.
когда в тебе появился вот этот вот характер, этот огонь? Потому что сейчас ты говоришь эти слова с уверенностью, потому что сегодня Джамала вот такая. Сегодня Джамала та, которая она есть, которая прошла определенные периоды в своей жизни. Но вот этот вот стержень, эта вера в себя, в свою идею, в то, что ты делаешь, в свою мечту, когда это появилось у тебя? Мечта моя появилась в 3 года. Мечта быть певицей появилась в 3 года. Я все время говорила о моей маме, мои фантазии детские были связаны, что у меня тут был концерт, тут мне одевали платье, там мне дарили цветы, там я что-то вот выступала, там я пела так, что все были в восторге. Я рассказывала это маме своей, вот эти вот фантазии, вот эти мечты, я бесконечно ей рассказывала о них. История твоей семьи, она потрясающая. Я знаю, что я со многими крымскими татарами, конечно, общалась. И вот это как раз поколение, воспоминания где-то могут быть похожими. Но такая история, как у тебя, действительно достойна фильма. Да, я согласна. Твои родители познакомились оба не на своей, не в своих странах, не на своей родине. Но отец хотел вернуться в Крым, и вы все вернулись. Да. Но тут же момент. Твои родители должны были развестись для того, чтобы переехать в Крым. Да. Ты с отцом, с сестрой, с дедушкой вы жили в Мелитополе. Да. Мама переехала в Крым, потому что она армянского происхождения, и фамилия, так было легче другая. Легче документы. было оформить все, потому что это было очень сложно. Да. Это очень непросто. Да. Это вот какие у тебя воспоминания о том времени, и часто ли ты возвращаешься туда своими мыслями? Потому что это же тяжелый период. Я возвращаюсь мыслями и восхищаюсь своими родителями. Я знаю, что каждый ребенок любит своих родителей, но мои родители, они, правда, самые лучшие на земле, потому что они не просто мне дали воспитание, понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Они образовали меня и музыкально, и как человека. И они сами не имели молодости. Они сами все время были в борьбе. Я только сейчас уже, будучи женой, осознаю, что они жертвовали своими отношениями, чтобы ради нас, ради того, чтобы мы жили в Крыму, на родине, чтобы мы впитывали уже с детства вот эти моменты важные, которые не каждая семья прививает. Корень, понимание Родины, патриотизм, какие-то вещи, которые, их могут рассказать в школе, но смотря как они подадут, да, говорят, есть такое высказывание, если в школе преподают патриотизм, значит в стране что-то не то. А вот это должно быть в семье, это должно быть в крови, когда ты просто, для тебя это норма, в смысле, я вообще обожаю свою страну, мне не нужно говорить об этом, я с этим родилась. Это как все равно, что понятие, как любить свою маму, папу. Так же я люблю свою страну. Я болею за все, что здесь происходит. Не только все, что связано с музыкой. Я болею за все. Да, я могу в чем-то не разбираться. Я не знаю, кого назначать, кто будет управлять. Я не разбираюсь в политике, как сделать лучше. Но то, что я за это готова умереть, потому что я люблю, я не знаю, это звучит достаточно банально, но это привили мне мои родители. В такой непростой ситуации, и когда вы уже переехали в Крым, в школе, не знаю, там, во дворе с другими детьми, ты же чувствовала себя, не очень. Это же было сложное детство. Это было сложное детство. Мне было всегда обидно, когда, например, школьники там небрежно могли бросить фразу из серии, что вы татары, возвращайтесь в свой Татарстан. То есть это от незнания. От того, что в их семьях, конечно, никто им не сообщал, что Крым – это историческая родина крымских татар, и мы у себя дома. Каким было твое детство? Учитывая, что твоя семья строила с нуля, строила дом, большой дом для того, чтобы там останавливались посетители, чтобы это было не только место для вас, но еще и бизнес, было кафе, в котором вы с твоей сестрой работали, учеба, эти дети. Вот какая была Джамала Сусанна в детстве, да? Мы очень тяжело работали, правда, не без преувеличения. Мы очень много работали. Мы работали с 8 утра до 12 ночи. Что в это входило? Мне нужно было, например, с 7
7 утра прополоть грядки в огурцах, помидорах, потому что в теплице они были, и после 8 уже было там очень жарко, невозможно было находиться. Поэтому папа будил нас очень рано, мы пропалывали траву, собирали фрукты, овощи, несли это на рынок. Потом нужно было помогать маме по дому, убирать эти комнаты, в которых жили постояльцы. Я очень благодарна за то, что папа приучил нас к труду. Он приучил нас к тому, что деньги не так легко зарабатываются. Джамала, а что, вот Малореченская, для тебя это что за место? Какие любимые места? Вот что ты можешь рассказать? Места твоего детства, какие-то особые, где ты, не знаю, первую шишку заработала, где, может, платье порвала? Я очень скучаю. Знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь погоди. Очень скучаю по Малореченскому, по Кочугузеню, потому что я почти 4 года не видела свой дом, свой двор. Мне папа только рассказывает, что у нас уже большие пальмы. Мне всегда они казались маленькими в детстве, а сейчас они уже просто вымахали в 3-этажное здание. И мне печально, что я не могла поехать на похороны к дедушке. Мне все время обидно, что говорят, что вот Джамала говорит только про Крым, про Крым. Но если это мое сердце, если это правда, моя боль. Это яркое свидетельство того, вот просто людям, которые радуются, да, что Крым вернулся, как они говорят, в Россию, и сколько людей остались без возможности приехать домой. Очень много людей до сих пор нам пишут про то, как они скучают по Крыму. Сейчас мой дом пустует. Сейчас в моем доме находится моя мама, папа, собаки, кошки. Вот, поэтому отдыхающих там нет, и приезжают какие-то родственники, друзья, там все, но в целом мама все время летом тоже, конечно, звонит и расстраивается, что мы не можем с сестрой приехать просто так в Крым. Сестра не может, потому что у нее 2 маленьких детей, она живет в Стамбуле, и это очень сложно. Все знают, кто проходит эту границу условную, да, и то есть это очень сложно. Поэтому сейчас нельзя сказать, что я с легкостью соскучилась и поехала в Крым. А запрета же нет? Мне запрета, слава богу, нет. Но и доверия нет. Поэтому я не езжу в Крым. Джамала, ты в Киеве прошла тоже непростой путь. Твое обучение, оно было очень непростым, тем не менее, несмотря на все там, не знаю, подножки, палки в колеса, тебе удалось закончить все с красным дипломом. Да. Я 3 или 4 педагога поменяла за 5 лет. И даже могу признаться, что практически год проучилась в коридоре. То есть никто не хотел меня брать после одного педагога, потому что она всем сказала, если вы возьмете ее, ай-яй-яй. Ну, то есть вот такие были даже какие-то вот нехорошие дела. Но все равно я закончила консерваторию и с красным дипломом и заканчивала партией «Виолетты» из оперы «Травиата», сложнейшая лирико-драматическая партия. Прослушивалась также в Киевскую оперу, поступила в Цюрихскую оперу, поехала туда на стажировку, но я не смогла там быть, потому что
Очень для меня сложная какая-то страна оказалась. Ты сама приняла решение, что опера нет, или это обстоятельства так сложились? Нет, Ты сама решила? я абсолютно точно помню, как я ездила и на педагогу заниматься, который уже практически брал меня, ждал меня, вернее, уже в сентябре в оперную студию «Ла Скала». Это как раз был 2009 год, когда случилась новая волна. И я себе подумала, на самом деле, очень простая логика. В сентябре у меня должно было быть прослушивание в студию «Ла Скала», а конкурс «Новая волна» был в августе, в конце июля-август, начало там. Я себе подумала, ну что я теряю? Я себе поучаствую в конкурсе. Если я ничего не займу и все подтвердится, как всегда все говорят, конкурсы, все куплено и так далее, и так далее. Я слышала это со всех сторон. Подтвердится, все, хорошо. Тогда я себе спокойно еду в Ла Скала. Все знают уже потом результат, все, гран-при, и все завертелось. Ну и как-то вот так я решила, что, наверное, так судьба распорядилась. Новая волна 2009 – это потрясение для всех, кто был там. На самом деле, я-то наблюдала это с экранов, недавно пересматривала, это шок. Слушай, стоя аплодировали все, да. Оценки практически десятки все время, были там девяточки. Ну, да. Пугачева просто стоя аплодировала, и удовольствие на ее лице, оно было невероятным. То тебе помогло или... Как ты так придумала? Что так, звезды так сложились? Я думаю, что это и моя работа, и команды, и конечно же, есть у меня такая черта. Я не люблю участвовать в конкурсе. В конкурсе надо побеждать. Вот, участвовать мне неинтересно. На сцене в Юрмале тебя представляли Ксения Собчак, которая сейчас объявила о том, что она, да, возможно, президент России. Встречайте, Джамала Украина! И, собственно, Сергей Лазарев, которого ты... Мои друзья. Так, твои друзья оба, да? Слушай, расскажи, потому что они тебя представляют, и вот годы проходят, и как получается? Одного ты побеждаешь на Евровидении, а другая заявила о том, что баллотируется в России, и говорит, что Крым по законодательству принадлежит Украине. Ну, это она просто молодец, это она супер молодец. А с Сережей действительно Лазаревым мы не то, что он меня объявлял, мы с ним даже 2 раза, по-моему, в детской «Новой волне» сидели в жюри. И мы с ним как-то так общались, и все. Да, и даже я скажу, когда была вот эта красная дорожка в Стокгольме, так получилось, что наша делегация просто стояла, ну вот примерно на таком же расстоянии. Я первая подошла и сказала: Сережа, здравствуй. Он аж как-то опешил, не ожидал, что, может быть, я с ним не буду здороваться или что-то. Ну, то есть я поздоровалась с ним как с конкурсантом, соперником. Я не берусь их судить. Вот просто ситуация такая. Конечно, на него был ужасный прессинг, ужасный. Россия ставила... Я полностью испортила им малину. Это можно сейчас смело так сказать. Я испортила им все, потому что они вкладывали в этот номер миллионы миллиардов. Просто постоянно сыпались какие-то цифры. Вот такого вот, знаешь, имперского масштаба. Вот все. И тут мы такие пришли со своим деревом. Все украинского производства, начиная от туфель, Алиса Улиди, не боюсь этого, заканчивая платьем Фролов, номером, который делал Front Pictures, полностью все это дерево. Ну, все были украинцы и наши люди, чем я просто невероятно горжусь. Я верну тебя к теме Собчак. Как ты относишься вот к такому заявлению, к тому, что Ксения Собчак, за нее могут проголосовать люди? Ну, конечно, я, говорят, кстати, вероятно, что нет. Не смотрела. Но вот это президент Собчак в России. Я даже не берусь судить, кто у них там будет президент. Мне главное, чтобы они мою страну не трогали, чтобы они отстали от нас. А кто у них будет президент, мне все равно. Вот так я скажу. Последние 2 года, это, конечно, круговорот событий всего, но, наверное, для тебя это самое главное событие, то, что ты вышла замуж. Все-таки вдвоем хорошо. Вдвоем это хорошо. Все-таки не случайно Бог нас вот как-то создал так, чтобы мы находили себе друга, потому что это вдохновение, это больше сил, это больше уверенности. Не знаю, я чувствую в себе силы.
И тот момент, который, конечно, каждый журналист должен задать такой вопрос по поводу творчества. Когда будет новый альбом, когда ты все свои новые хиты соберешь в одно и скажешь, вот, слушайте, подых оставьте тоже, конечно, но вот есть что-то новое. Очень, я знаю, что заждались, и фаны постоянно пишут. Спасибо, что вы ждете, любите, и это очень для меня ценно. Но я вначале хотела осенью выпускать, потом переслушала все, поняла, что оно как-то между собой не клеится. Потом стала еще накапливать песен. В общем, в итоге я пришла к выводу, что я хочу разделить англоязычную пластинку, англоязычный альбом, и украиноязычный. Мне очень нравится работать именно с украинским языком, потому что он невероятно мелодичный. Ну, я не говорю об этом первое, но именно в той музыке, которую я пропагандирую, музыка соул, основанная на джазовых традициях, на фанковых, в ней еще очень много есть пространства для работы, и поэтому вот мне очень хочется написать украиноязычный такой очень душевный музыкальный альбом и англоязычный. В общем-то, работа идет, я что-то пишу, но когда не скажу, потому что я не люблю, я очень ответственно отношусь к цифрам, к дате, то есть если я скажу, то я должна буду выполнить, а я сейчас не могу сказать, потому что есть очень много дел, связанных с этим выходом, поэтому я буду стараться, я не разочарую, будут выходить синглы обязательно, что-то до Нового года выйдет, что-то после обязательно. Альбом Джамалы на крымско-татарском языке. Стоит ли ждать? Я думаю, стоит однозначно, потому что мне очень хочется написать особенный крымско-татарский альбом, не просто собрать все народные песни и как-то сделать их, изменить аранжировку или что-то, а хочется подойти к этому не меньше, как подошла Квітка Цисик к своим «Два кольори». Это единственная украинская певица, которая на сегодняшний день была номинирована на Грэмми. Да, ее альбом не выиграл, но факт остается фактом. Поэтому мне очень хочется, дай бог, вдохновения и сил, и очень хочется не меньше попасть номинацию и, дай бог, выиграть. Теперь мы понимаем твои планы. Да. Джамала, и, конечно, я попрошу тебя обратиться к крымчанам, которые смотрят, послушали твое интервью. Что бы ты хотела сегодня сказать жителям Крыма? Не берите с меня пример, не плачьте. Ни в коем случае не расстраивайтесь, надейтесь только на лучшее, потому что когда ты чего-то очень хочешь, вот прям очень, не так, чтобы вот прям, хочу, а когда сильно хочешь, оно обязательно произойдет. Поэтому я вам желаю вот этого сильного рвения, сильного желания, сильного стремления, чтобы у нас все было хорошо, чтобы снова Крым был украинским, и мы были дома, все вместе. С вами были Крым Реалии и я, Катерина Некречия. До встречи уже через неделю.